Сыктывкарцы, наверное, уже привыкли. Если на соседних улицах затевают какой-нибудь ремонт, открывают Стефановскую площадь. Это запасной маршрут в старую часть города. Вот и сегодня с утра сюда подвезли и собрали металлические ограждения. Установили временные знаки, нанесли разметку. Ограничение скорости 20, остановка запрещена, работает эвакуатор. Движение одностороннее вниз по Ленина. Встречные машины, как и прежде, объезжают площадь через филармонию. Вполне удобно и было бы неплохо открыть площадь для машин не временно, а постоянно, считают некоторые водители. Это избавит нас от пробок, а вот пешеходы резко против. Нет, для машин-то зачем? Это же площадь, здесь же уже привыкли все гулять. Хоть я и водитель, но мне все равно кажется, что Стефановская площадь должна быть открыта именно для пешеходов. Может, проходят различные мероприятия, чтобы было меньше травм и так далее. Надо об удобствах не только автомобилистов думать. Хоть я не враг их, езжу сам. В советские времена тогда юбилейную площадь тоже открывали для транспорта. На архивных фотографиях старенькие ЛиАЗы 11 и 10 маршрутов на остановке в районе памятника Ленину забирают пассажиров. Но это скорее был временный маршрут, говорит историк-краевед Михаил Рогачев. Хотя автобусы ходили довольно долго. Все время, пока на улице Советской в сторону аэропорта прокладывали тепломагистраль. Там одно время ходили автобусы временно, потому что советская была такая. Ее ремонтировали, да, и там довольно долго остановка была прямо у памятника Ленина. Они по площади объезжали вот этот кусок. Постоянно никогда не было. Вот только вот это вот временно. Это вот при мне уже было, я в Сыктывкаре жил. Как раз в 70-е или 80-е годы. В этом году пешеходы могут быть спокойны. Движение через площадь открыто временно с 7 по 17 августа и с 23 августа по 15 сентября. Перерыв на недоступность для транспорта случится на время празднования Дня Республики и Всероссийского фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. Алексей Корчма, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.